Да, я вас всех приветствую. Спасибо, что вы за таким удобным полукругом расположились. Сейчас я вас буду морить, замаривать. Это тезисы только. Плохо вам придется. Ну вот, как вы видите, капля продолбила камень. Мы добились проведения митинга на Триумфальной площади. Правда, на это ушло 5 лет. 5. Сейчас СМИ спекулируют на тему, почему власти так долго препятствовали проведению митингов на Триумфальной, а вот 31 мая сего года уже не препятствуют. Я не могу залезть в черепную коробку господина Майорова и уж тем более к самому мэру Собянину. Я изложу вам нашу версию. Последние пару лет мы вошли по поводу Триумфальной с властью в такой клинч. Ну, вы знаете, этот термин взят из бокса, когда два боксера так плотно сцепились, что ни один не может нанести решающий удар. Мы продолжали выходить на неразрешенные митинги. Власть нас время от времени карала, более или менее жестко. И все. Да? Вспомним коротко историю от последних 5 лет. И вот этой борьбы за площадь. Вот она перед вами, площадь. В 2009 и 2010 годах московские власти отдавали площадь кому угодно, под автогонки, давали ее под сбор крови, концерты прокремлевских организаций, лишь бы не разрешить нам провести хотя бы один митинг. О чем речь шла? Вы теперь все знаете, спустя 5 лет, что речь всего-навсего шла о реализации статьи 31 Конституции. То есть граждане могут выходить мирно, без оружия и проводить митинги, шествия и пикетирование. Все-навсего. Значит, летом 2010 года они не поленились обнести площадь забором и выкопать в центре яму. Вспомните, как нам упоенно лгали, что будет построен паркинг. Хотя никакого паркинга здесь вот проходит, построить невозможно. Здесь проходит, как вы видите, Садовое кольцо, а помимо этого ниже еще залегает самая неглубокая в мире станция метро Маяковская. Поэтому все было ложь. Помните, показывали, появлялись архитекторы, появлялись археологи с какими-то непонятными черепками, неизвестно где взятыми, и там потрясали черепками. Мы не верили, я говорил, мы не верим. В октябре 2010 года власти удалось договориться с Людмилой Алексеевой, и этим они раскололи стратегию 31. Вы помните эти тяжелые дни, помните, как я публично ругал старую женщину, и меня порицали за это все. Но мы тогда не сдались и выжили. Мы выжили. Существовать не прекратили. Более того, мы не только выжили, но мы еще выпихнули, в конце концов, Алексееву с Триумфальной. Она должна была уйти на Пушкинскую. Она ушла, и в марте 2011 года ее часть стратегии там и благополучно умерла, откинув лапки. Потом были выборы. Я стараюсь быть как можно короче. Потом были выборы 4 декабря. И вы помните, что 6 декабря люди, мы не звали их, они сами пришли на Триумфальную. Ну и я пришел.
И вы помните, что людей где-то было от 7 до 8, а может быть даже 10 тысяч. Вся Тверская была черная, люди бурлили вот так. И тут опять это добавило адреналина в поведении мэрии. Мэрия поняла, что эта площадь все равно представляет для себя опасность. Поэтому немножко подумали и летом 2012 года выпустили закон, согласно которому заявителем не может быть ни один человек, который уже был осужден по административному кодексу за правонарушение. Это давало им прекрасные, казалось бы, шансы избавиться от меня и моих товарищей. Но не тут-то было. Мы стали просто игнорировать тупо этот закон, выходить, получать штрафы. Параллельно я подал в Конституционный суд, опротестовал это решение. Суд добиться многого я не добился, но хотя бы добился снижения суммы штрафов. И мы стали жить дальше. Дальше, вы помните, власть успешно, значит, положила на лопатки болотных, раскряк, и мы остались одни. Болотных нет, а мы ходим, нас штрафуют. И тут мы увидели, что власть нервничает, и вообще она устала. Устала, это точно. И когда уже появился проект переустройства, согласно каким-то немецким архитекторам, опять площади, мы стали смеяться. Я сказал: боже мой, они же нервничают. Уже по второму кругу, теперь площадь опять будут перестраивать. А потом, помните, последнее 31 марта, когда вдруг ни с того ни с сего наши ребята их похватали и всем сунули по 7, по 10 суток. Какого черта ничем это 31 марта не отличалось от 31 января, например. И вот тут-то мы поняли, что пора, так сказать, вмешаться, потянуть одеяло на себя. И мы предложили мэрии воспользоваться ее старым предложением 2012 года, в котором нам сказали: вы хоть на бланке другой России напишите уведомление, но пускай будут люди не судимые в административном порядке, потому что вы нарушаете закон. Но мы взяли, подали, были уверены, что нам не откажут. И нам не отказали. Видите, сегодня мы все здесь. Значит, не следует думать, что власть в России обязательно кого-то боится. Я вот, выходя на Триумфальную, ни одного дня не думал, что нас боятся. Но когда мы 5 лет подряд выходили и не согнулись, и выходили не просто на митинги, а на неразрешенные митинги, то было понятно, что мы заноза. Такая небольшая, да, но заноза у власти. Где там? Задница, не знаю, не хочу никого обижать. Все люди достойные, но мы были занозой. И, видимо, мэрия давно получила приказ сделать так, чтобы в городе было тихо, чтобы мышь не пробежала, комар не пролетел, а тут какие-то чудаки выходят. Тем более я много раз говорил, даже если я останусь один, я буду приходить на Триумфальную. И будут приходить люди, и будут приходить, как сейчас, фотографы, журналисты, потому что человеческое упрямство все-таки людям интересно. Интересно. Значит, вот я перед вами отчитался, что произошло. Не ищите никаких заговоров, никаких там связей там с позицией по Крыму, там чего-то. Я не могу вам с уверенностью сказать, что это не повлияло, скажем, на мэрию. Может, и повлияло, а может, нет. Поэтому что мы будем гадать? Мы поняли, что для нас сейчас выгодно сделать это, то, что мы сделали, переформатировать наши митинги, наши встречи на Триумфальной по 31 числам. Они будут продолжаться, но немного в другом
формате. Я считаю, что это разумно. Традицию мы основали, 5 лет мы тут застолбили за собой место и будем ее продолжать. И я сказал, что я буду приходить и долго говорить. И на первый митинг придет, может быть, немного людей, на второй митинг придет больше людей, потом придет еще больше людей. Ну, увидим, посмотрим. Хвастаться тоже нехорошо, да? Значит, мы просто сменили формат. Они надеются и надеялись, что мы сегодня придем и умрем тут. В конвульсиях закончим свое существование. Как видите, мы вроде не умерли и не умрем. Мы просто теперь будем проводить здесь митинги открытые. Такая новая форма. Партия проводила открытые собрания, теперь будут проводить открытые митинги. Должно же быть в городе место, где люди придут и будут говорить о своих проблемах, которые есть. Значит, означает ли то обстоятельство, что мы проводим сегодня митинг, и нас не задерживает наша доблестная полиция, означает ли это, что мы добились свободы собраний во всей стране? Нет, не означает. Не означает ни в коем случае. Мы не добились свободы собраний по всей стране, не добились этой свободы даже в Москве. Но мы обязательно добьемся свободы собраний, если вы нас поддержите, если массы нас поддержат. Ну, разумеется, мы сюда будем приходить, и это будут, как всегда, ненасильственные сборища. Вы знаете, за 5 лет здесь не пролилось ни капли крови, и если и было насилие, то не мы были ему виной. Значит, прежде чем перейти к болящей нашей ране, к Украине и к другим проблемам, я вам предлагаю все-таки поаплодировать нам за то, что мы 5 лет упорствовали и выходили на несанкционированные митинги. Тут были, как вы знаете, ну, не только мы, будем честными, были в начале все. Каждый оппозиционный политик считал своим долгом прийти и отметиться. Мы и сегодня никому не запрещаем сюда вход, никакой нет, никаких предпочтений. Начали мы с того, что это была свободная площадка, так мы и впредь предполагаем, что она будет свободной. Теперь давайте, значит, поговорим об